Жареное солнце больших и не очень городов напрягает жителей России. Аномальная жара пришла и в Ингушетию. МЧС настороже. Медики советуют воздержаться от прогулок под палящими лучами, поменьше есть и не пренебрегать зонтами. Ну, а в селении Плиево, где в этот зной еще и проблемы с водоснабжением, по поручению главы республики адресно развозят воду. Зелимхан Калуев перегрелся, но сюжет сделал. Столбики термометра уже третий день доходят до отметки 34 градуса. Местами даже до 40. Жара настолько сильная, что если резина на подошве еще не плавится, то пожарить яичницу не составит труда. Спасайся, кто может. Аномальная жара накрыла практически всю страну. Исключением не стала и наша республика. Прогнозы гидромедцентра пока неутешительные. От изнуряющего зноя скрыться можно только в парках, скверах под кронами деревьев с бутылкой питьевой воды. Но пока взрослые сетуют на духоту, дети, напротив, получают удовольствие от жаркого лета. Но мы сейчас ходим тогда, когда очень жарко бывает, когда вот кипяток. Кипяток? Взрослым остается только завидовать этой непосредственности, спасаться кондиционерами и скупать мороженое. Такая погода нас ожидает всю оставшуюся неделю. Воздух прогрелся до 38 градусов. МЧС утверждает, что это не пределы. Объявлен 4-й класс пожароопасности. С выездом на природу спешить не стоит. Начеку нужно быть и работникам сельхозпредприятий. Лесопожарный мониторинг. По необходимости проводятся профилактические беседы с отдыхающими. Также у нас проводится опашка, ограждение лесов от полей. Значит, выставляются баннеры с призывами, значит, ограничить себя действия, не разжигать костры, убирать за собой. Беспокоятся за здоровье жителей и медики. Они призывают реже бывать на улице, а уж тем более под палящими лучами. Не переедать и желательно носить одежду в светлых тонах. Есть больные, которые, значит, болеют, у них бывает аллергическая реакция. Эта аллергическая реакция может проявиться в виде крапивницы. Таким людям я бы рекомендовала в течение дня хотя бы в день один раз принимать душ, обтирание с настойкой череды. Если это основное заболевание идет обострение, то обратиться или к аллергологу, или к терапевту по месту жительства. Пить желательно простую воду, газированную воду не пейте, всякие кока-кола, пепси-кола. Есть в аптеках, в магазинах очень много солнцезащитных кремов. Желательно, если нет аллергии на какие-то компоненты этих кремов, то можно их принимать. Они какую-то часть хотя бы защищают от прямых солнечных лучей. Повременить стоит и с чрезмерными физическими нагрузками, пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и летними зонтами. Следует учесть, что потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. Мясо следует свести к минимуму, а лучше всего заменить морепродуктами. Ну, прохладнее его. Назрание их и бодряче. Жара буквально испытывает жителей республики на прочность. А испытанием вдвойне эта погода стала для сельчан Плиева. Пока решается вопрос с водоснабжением, для них по поручению главы подвозят воду адресно. Только за несколько часов опустошено 5 машин. В августе обещают нам воду полностью по Плиеву. Вопрос закрыть дальше. Вот адреса, поэтому адресами я вывозил воду. Возил и буду возить. Аж без заявок полностью сдаю? Да, сдаю. Разницы нету. Но по заявку там дитку. Знойная погода и внушительный градус на термометре не только доставляет дискомфорт, но и мешает выполнению повседневных дел. Особенно сейчас у нас сессия проходит. Это все давит, и сессия, и жара, сложно сконцентрироваться, и очень сложно. Мне кажется, с одной стороны, что жара – это хорошо. Можно поехать на море, отдохнуть, на рыбалку сесть с друзьями, с родными. И в Джейрах поехать, отдохнуть. Мне кажется, много плюсов можно найти, но в то же время есть и минусы. Если, например, у тебя нет машины, то есть у меня и ты студент, то передвигаться, и это очень сложно.
Сказать точно, до какого числа продлится жара, сложно, уверяют в гидрометцентре. Точные данные известны только на 3 дня вперед. Но и тут прогнозы неутешительные. 40 градусов термометр покажет еще не раз. Будьте осторожны. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.